Здравствуйте. Сегодня 22 июня. Я записываю это видео 22 июня. И вы все знаете, что 22 июня это день начала гитлеровского нашествия, нацистского нашествия. Мне по этому поводу есть чего сказать. Во-первых, мне надо сказать, что для меня эта война – это дело личное. И здесь у меня личные потери, потому что погибли мои все. То есть у меня по отцовской линии в Днепропетровске, по материнской линии в Киеве, и вот все погибли, все. У меня никогда не было ни бабушки, ни дедушки, поэтому я такой злой на всех. Значит, знаете, я всегда думал о том, существует ли механизм мщения. Вот эти люди, которые начинают разные войны, есть ли какой-то механизм, который им мстит? Вот мы говорим, Бог им отомстит, Бог все видит. Не знаю, Бога не видел. Но я стал замечать, что что-то есть, какая-то высшая справедливость, может быть божественная, которая помогает тому, чтобы каждый получил то, что он заслужил. Ну вот мы, например, знаем с вами Нюрнбергский процесс. Вот Нюрнбергский процесс, вот все сели и так далее, и так далее. Мы знаем, что прошло много лет. Израиль уничтожал нацистских преступников. Мы знаем, что Германия их методично вылавливала. Мы знаем, что сейчас 95-летнего охранника какого-то концлагеря приговорили, 95-летнего приговорили к тюрьме. И все говорят, вот зачем это, в чем смысл, он же уже под Альцгеймером, он ничего не понимает. А что, вот его нашли, а он помогал отправлять людей на смерть. Ничего не делать? Может быть, его через 2 месяца по состоянию здоровья, и потому что он уже просто рассыпается в пыль, может быть, его просто выпустят. Но самое главное, что справедливость торжествует. Но я заметил и другое. Дело не только в той войне. Вот если сейчас кто-то войну начинает, это все равно ему вылазит боком. Вот кто-то, какой-то лидер начинает войну, и он думает, сойдет, а оно не сходит. Он выигрывает политически, проигрывает экономически. Вот, например, там санкции какие-то и так далее. То есть нынешний мир имеет какой-то странный, какой-то протектор, который не дает одним окончательно победить другим. Вот кто-то нападает на страну, и мы думаем, все, вот он даже решил всех вырезать. Потому что уничтожить кого-то можно только вырезав всех, потому что кто-то будет мстить, сразу включаются какие-то институты, которые против войны, есть ООН и так далее. То есть, понимаете, существует целая машинерия справедливости. Она иногда плохо работает, но работает. Но я понял, что, знаете, как говорят, есть высший суд. И вот крохотная история, которую я вам сейчас расскажу и даже покажу несколько фотографий, она говорит о том, что ты лидер, тварь, не начинай войну, потому что ты же и будешь жертвой, даже если пройдет много лет. Вот давайте посмотрим на вот эту первую фотографию. Значит, смотрите, вот заголовок. Невероятный, просто дичайший поворот судьбы. Это на сайте Яблор.ру. Читаю. Октябрь 1941 года. Подготовка к первой публично-показательной казни, которую войска вермахта провели на территории СССР в центре подпольщица Мария Брускина. Вот первая фотография. Теперь идем дальше. Смотрите. А это и сама казнь. Первой вешают Марию. Внимание на немецкого офицера, вот я пальцем на него показываю, на немецкого офицера слева от вешателя и Марии. Следующая фотография, вот она самая известная, она во всей советской прессе всегда. Мария уже мертва, вешают второго подпольщика, Володю Щербацевича и так далее, и так далее. И вот, в принципе, обратите внимание, холеные немцы, показательная процедура, чтобы неповадно было, торжество нацизма. Несчастные подпольщики их вешают. И все хорошо. А вот дальше я вам прочитаю текст.
Мог ли вообще тогда предполагать тот немецкий офицер, вот тот, которого я вам показывал, что его малютка-дочь, которой на момент казни было всего 5 годиков, через 56 лет, в 1997 году, увидит это фото, вот это и это фото, где он есть, увидит, узнает отца и не сможет с этим жить, раскаявшись прилюдно, промучившись 7 лет и покончив жизнь самоубийством. Во как, ребята. У нацистов не было совести. Они были нелюди. Этих нелюдей сейчас полно. Но мир так устроен, еще раз повторю я, что парадоксальным образом естественное человеческое чувство совесть у людей есть, и оно таким образом проявляется. Это какая-то божественная высшая справедливость. Это какой-то удивительный механизм, который не дает одним нелюдям уничтожить людей. Вот почему. Про какую бы мы войну сейчас ни говорили, я абсолютно уверен, она будет закончена без победы тех, кто ее начал. А их ждет суд типа Нюрнбергского или неожиданно проснувшаяся совесть у их детей. Не надо начинать войны. Сами и пострадаете. Спасибо.